Интересно, что планируется организаторами. Тут какой-то номер, да, или... Да, мы постепенно приближаемся к главным финалам. Скажем так, главным боям, да. Мы посмотрели предварительный карт, скажем, и возглавляет наш, Main event, да? да, наш борцовский вечер. Схватка Виктора Рассадина и Александра Балтуева. А соглавным в схватке вечера это Лев Павлов против монгола Батхуяга. Как у нас в народе говорится, co-main event. Да. Main event и co-main event. Ну, это как бы шутку так называем. Все вы знаете про такой промоушен бойцовский, который очень популярен, да, во всем мире. Да. И вот так, там такие наименования исходят. Главное событие и соглавное событие. Перед вами выходит Магомед Курбанов. Чемпион мира, чемпион Европы, Да, очень тоже двукратный чемпион России. титулованный борец. И его соперником станет представляющий Воронежскую область Егор Бельских, который как раз-таки не очень так... Известен в широких кругах, да? Да. И победил он Никиту Сафронова же достаточно уверенно, да? Ну, посмотрим, что из себя представляет Егор. Богатырь из Воронежа. Магомед Курбанов явный фаворит. Да, стопроцентный фаворит. В одно время он, да, противостоял и Абдул-Рашиду Садулаеву. Был вторым номером сборной России. Да и первым он был в категории 92 килограммов. Становился чемпионом мира. Ну, после этого, наверное, скорее всего, награждение, да, будет в весовой категории до 92 килограммов. Или 86 еще не награждали, да? С учетом этого, ну, остаются 4 схватки, да? 86 награждали, да? Нет, еще не награждали. Зайнединов, по-моему, не выходил же, да, на пьедестал. Ну, очень много награждений. 86, 92 и вот 97, да. Да, ну, награждение, церемония — это часть любого, да, спортивного действия. Это награждение, пьедестал, триумф спортсмена, да, любого. Да. Момент счастья. Курбанову дают пассив. Да, что интересно, Вячеслав Кривошапкин, наш судья, дает предупреждение и пассив Магомеду Курбанову. Ему виднее. Ну, Магомед Курбанов тут, наверное, не будет форсировать события, да? Очень спокоен. Да, спокоен, уверен в себе. Магомед Курбанов, кстати, в этом году, да, выиграл Ярыгинский турнир. В финале он победил молодого иранца Азими, чемпиона мира среди 23 лет. Азими, да, становился и победителем Коркинского турнира в позапрошлом году. Да, очень такая скучная, можно сказать, да, схватка пока что в данное время проходит. Но, как только сказал слово «скучное», Магомед, наверное, услышал или как, сразу же в ноги прошел Егору. Забегает за спину, зарабатывает 2 балла. В углу Курбанова сидит Амазгаджи Магомедов. Ничего не подсказывает, просто сидит, смотрит, да? Просто сидит, смотрит, наблюдает.
буквально недавно тоже сам отборолся, победил в схватке Чаяна Монгуша. Достаточно убедительно, да? 2 балла только отдал же, да? 12-2 счет был. Очень хорошо сейчас прочувствовал зону Да. Курбанов. Первый период завершен. Счет 2-1. Футбольный счет. Да. Самый популярный. Особенного такого пока что борцы не показали. Курбанов классический проход совершил. Посадил на 2 балла. Да, сейчас посмотрим, что подсказывает. Что подсказывают ему его друзья. Да, ну в углу Курбанова все спокойно, да? Да, 3 чемпиона мира на ваших экранах. Да. Правильно заметил Максим. Хороший 3 кадр был. чемпиона мира. И чемпионы Европы, да, втроем. Да. И чемпионы России. Да. Правда, у Абазгаджи их двое, да? Да. Двукратный чемпион. Но, тем не менее, да. И Курбанов пошел вперед. Видимо, Абазгаджи сказал, что Зачем возишься? да, надо получить и симпатию зрителей, Да, уверенный. работать на... Хотя нет, да. Опа, Егор Егор прошел очень многие, хорошо прошел. но остановился. И уже там защищается. Хотя нет. Опа, ну тут опасное положение может возникнуть при... Опа, и 2 балла борцов в красном трико. Хорошая обратка, чистая. Да, как по учебнику поднял. Счет 4-1. Времени еще достаточно. Ну, Егору нужно что-нибудь придумать. Какой-то обманный ход, проход. Все равно выйти. Ну, надо рисковать, получается, Егору Бельских, я считаю. Просто так победа в схватке с Магомедом Курбановым никак не придет. Ну, Егор уже в который раз, да, проходит ноги. Да, уже, по-моему, в 3-й раз позволяет, да, Магомед Курбанов. Ну, защита у Курбанова очень хорошая. Ну вот дальше, да, дальнейших действий от Егора пока мы не видим. Проходят ноги, но не развивает свою атаку. Хотя Курбанов не позволяет, да, скорее всего. Да, ну тут вмешательство врачей, да, или что, да, врачебное вмешательство. Доктор выходит. Походу правая нога больная, да, у Егора. Рецидив травмы, по-моему, случился или что. Да, там видим на коленях, да. Да, ну это вообще очень опасная зона, да, для борцов коленей. Это, ну, самый такой уязвимый элемент тела, можно сказать. Уязвимая часть тела. Счет 4-1. Все так же. Магомед ведет и контролирует схватку. Пока. 4-1. Минута. Чуть больше минуты остается. Пока активных действий также нету. Ну, что мы увидели, это перевод от Магомеда Курбанова и обратный, да, прием. Да. От Егора Бельских за счет пассива. Балл заработал. Ну, Курбанов не рискует. Зачем ему рисковать? Да. Спокойно Его тоже доведет понять можно. дело до логического конца, скорее всего. Не стремится, да, удосрочить, можно сказать. А возможно и не позволяет, да. В углу Егора Евгений Аронов, да, по-моему, Да, сидит? наш Евгений Аронов сидит.
Да, здесь диктор объявил почетных гостей, в том числе и Виктора Лебедева, и зрителей, да, бурно поприветствовали. Да, реакция. А в то времени, да, ставка у нас закончилась. Магомед Курбанов становится чемпионом Коркинского турнира. Спасибо, скажем мы, Магомеду за то, что украсил наш турнир своей борьбой, своим именем. Ну, без яркого, да, такого проявления. Да, не Магомед самый Курбанов. яркий финал, но тем не менее победители не судят. Да. 4-1. В спокойной манере победил. В этом весе, кстати, в прошлом году чемпионом стал Мусаев. Шамиль Мусаев. Шамиль Мусаев, который будет бороться сегодня в финале 125 килограммов. Тяжах. Тяжах, да. Да, и сразу борцов супертяжей вызывают на ковер. Остап Пасинок и Шамиль Мусаев. Первым у нас выходит Остап Пасинок, борец из Кемерово. Мощный парень. Солидного возраста. Его соперник Шамиль Мусаев. Очередной 5-й дагестанец в финалах. И Да, после этой схватки остается у нас 2 последних финала с участием наших якутских звезд Льва Павлова и Виктора Рассадина. Никуда не уходим. ну, скорее всего, если судить по логике, да, после этой схватки, наверное, награждение будет, да? И какой-то, Да. наверное, элемент торжественный. Потом уже выйдут наши ребята. Лев Павлов против Мунх Эрдене Батхуяга и Виктор Рассадин против Александра Балтуева. Тем временем перед вами на экранах с красного угла, ну, природный тяжеловес сам по себе, Остап Пасинок. И, как вот мой коллега Александр Посельский подметил, можно сказать, в прошлом году Шамиль Мусаев в весе до 97 чемпионствовал, да? Да. Ну, Мусаев, по-моему, не перешел или еще нет, да? Или он вот так скачет между Да. двумя весами? Может выступить и в 97 килограмм. Да, ну, Я уверен, он может не- скинуть, да? Не чистый супертяж, наверное. Скорее всего. Вес его, ну, предположительно, 103, да, 104, 105, наверное. До 97 гоняет, наверное. И вот... Да, надо- очень активен, ищет атаку. Шамиль. Остап Пасинок становился чемпионом Коркинского турнира в 2010 году. О, в далеком, Да. 14 лет назад. Да, Шамилю, наверное, было еще, да? Он молодой, да? Да, Шамиль Мусаев достаточно молодой борец. Ну, в отличие от, да, соперника. Может тогда Остапа с уверенностью сказать, когда ты в школе учился, я этот турнир выигрывал, да? В полуфинале вчера, да, мы видели, Остап выиграл нашего Никиту Хабарова. Остап Ну, Шамилю Мусаеву 27 лет. 27, Да. ну, такой в самом расцвете сил, да? Да. Когда и скорость, и физика, и опыт уже все есть.
Он по молодежи чемпион мира 2017 года. Дважды обладатель бронзовых наград межконтинентальных кубков. До 23 лет становился серебряным призером чемпионата Европы. По взрослым в 2019 году бронзовый призер. По молодежи до 23 лет серебряный призер мира. На Ерыгинском дважды серебряный призер. Ну, неоднократный, можно сказать, призер чемпионатов России среди взрослых. Такой результаты очень хорошие. Я бы сказал, даже отличные, да? Счет буквально моментально стал 2-0. Ну, Шамиль Мусаев очень техничный борец. Остап Пасинок, как мы уже до этого подметили, очень сильный супертяж. Давно борется. И первый период. Первый период завершен. Поединок за первое место в супертяжелом весе идут Остап Пасинок. А Вазгаджи Магомедов, по-моему, не отходит, да, вообще от мест секундантов. Да, наверное, от него, да, в будущем получится неплохой тренер, да? Возможно, все возможно. Что подсказывает. Остапу Пасину 37 лет. 10 лет разницы между спортсменами. Да, почти под 40. Тем не менее, ну, ровесник практически Аяла Лазарева, да, нашего. Ему Аяла Лазарев 38, да, по-моему? 9, 8. Опа! Здесь сколько баллов даст? 4 балла. И мы согласны с этим решением монгольского арбитра. Все-таки он за ковер еще не выходил, да? И 4 балла засчитали. Есть Очень так комфортное преимущество. эффектно посадил на пятую точку, да, можно сказать. Очень так амплитудно. Последний момент перед выходом за ковер пятку ухватить, это тоже многого стоит. Ну, Шамиль Мусаев такой активный тяж, да? Да. Активный, стоит, да, передвигается. Ну, Остапу надо, наверное, пользоваться больше силой, наверное, да, в этом случае. Силовые свои какие-то более качества подчеркнуть в борьбе. Да, ну, в мировом спорте, да, в мировой борьбе, в супертяжах сейчас, да, ушли два явных фаворита многолетних, да. Это Таха Акгуль и Гено Петрешвили, который стал олимпийским чемпионом. Завершил, Гено тоже завершил. Ушли это. Гено, ну, я не думаю, что завершил, да. Хотя, может, ошибаюсь. Ну, Да, сейчас, да, есть молодой Амир Заре из Ирана. Так что... возможно, Дэн Гейбл, да, вернется. Ну, не знаю. Дэн Стивсон? Гейбл Дэн Стивсон. Да. Ну, все возможно. Да. Никто ничего не может предсказать. В любой момент любой борец может обратно вернуться в спорт. В этом никто никого не ограничивает. Безусловно. 45 секунд. Шамиль Мусаев. Ну, такое чувство, что Остап только стоит и топчется на месте. Никаких пока что активных действий не сделал. Ну, это Шамиль не позволяет, наверное. А так, по антропометрии видно же, да, что Пасинок достаточно большой. Да, он крупнее. Чем-то на Хабиба Нурмагомедова Да, я вот смахивает тоже. вчерашнего дня, да, об этом думаю, но вслух не говорю. Да, очень. Ну, издалека вроде, да, похож. Да.
И последние секунды истекают. Шамиль Мусаев И приносит сборной команде Дагестана 5-ю золотую медаль этого турнира. из 5 финалистов. Стопроцентный результат, можно сказать. Шамиль Мусаев. Будем следить за ним и на чемпионатах России. Приветствуют зрители Шамиля Мусаева. Ну и у нас остались, Александр, да, самые долгожданные. Главные бои, главные схватки вечера, борцовского вечера. Очень хороший проход. Да, эффектный проход. Вот, Я бы не сказал, что это тяжи выступают, да? С такой скоростью он прошел, что как будто средние весы. да, и вот перед вами последний. Сразу пригласили. Да, и, дорогие друзья, Долгожданный момент, долгожданный час, можно сказать. Перед вами яркий представитель, лидер сборной республики в этом весе. Лев Павлов выходит. молодой Лев, уже вступил он во взрослую борьбу. Уверенно шагнул, да, скажем так, миновал этот такой проблемный период, да, из юниорского во взрослую борьбу, хотя ему всего 20 лет. Да, и просим любить и жаловать наш гость из Монголии, из Монгольской Народной Республики, Мунх Эрдене Батхуяк. Такой крепкий, да, парень. Судя по телосложению, очень физически развитый. Да. Всех соперников выиграл очень-очень уверенно этот монгольский парень. Да, его изначально, по-моему, определяли тоже вторым фаворитом. Да, сеянный Да, фаворит был. сеянный. Да, чуть покрупнее выглядит, да? Да. Ну, как говорится, телезрители, уважаемые наши, давайте все болеть за нашего льва, за нашу надежду будущую. И сжав кулаки и скрестив пальцы, Стиснув зубы. да, стиснув зубы, смотрим за финальным поединком 57-килограммовых спортсменов. Так, и первое устное предупреждение за поход. Арбитр дает Льву Павлову. Ну, за это не дается 30 секунд. Это финал. Ну, да, надо сказать, что Лев Павлов недавно боролся в финале первенства мира против американца Люка Лилидаля. И мне вот эта схватка не очень понравилась. Лев был очень пассивен. Да, Очень хочется, чтобы вот это не повторилось, да, сегодня. да, конечно, Мы безусловно. ждем от него более такой яркой, открытой борьбы, атакующей. Лев Павлов, мастер спорта, в борьбе 12 лет, тренируется под руководством Николая Данилова. Спортсмену Да, и первые 30 секунд истекают не в пользу Льва Павлова. Счет пока 0-1 в пользу монгольского борца Батхуяга. Да, достаточно тоже молодой спортсмен, Мунхердене Батхуяк. Надежда Монгольской Народной Республики. Да, и вот очень тепло и с большими овациями встречают Льва Павлова, публика якутская. Первый балл за Мунхердене. До конца первого периода остается 40 секунд. Да, в углу Льва Павлова сидят Николай Романович Данилов, его личный тренер.
Льва Павлова и Герман Кантоев, тоже личный тренер. Они раньше, по-моему, не встречались, да? Скорее всего, нет, Да. потому что Мунх Эрдене является бронзовым призером мира до 23 лет. По-моему, прошлогодний или Да. позапрошлогодний. Ну, Лев моложе, да, чем Мунх Эрдене. Да, и первый период завершен. 0-1. Лев пока ничего не предпринял для атакующих действий. Будем надеяться, что победные свои баллы он заберет во втором периоде. Да, Николай Романович Данилов и Герман Степанович Кантоев. В финале первенства России прошлого года, который проходил в Якутске, Лев в очень красивом стиле на туше победил, да, Халида Магомедова. Хочется увидеть такой искрометный финал Да. и сегодня. Ну, посмотрим, да. Ну и вот как раз таки с президиума смотрит герой России Филипп Евсеев, да, на своего земляка Льва Павлова. Очень переживает, скорее всего. Ну, как и все мы, да? Как Да, и ну, все. Льву надо, как ты вот верно подметил, именно ту борьбу показать, которую мы видели раньше в его исполнении. Не ту, которую он провел на первенстве мира. Да, мы вот видим, что монгол очень тактически грамотно проводит второй период. Он не дает центр ковра. Хочет, да, чтобы судьи не дали ему Да. баллы за пассив. И сейчас, возможно, даже Опа! хорошая попытка прохода в ноги от Льва Павлова. И сразу же дают пассив монголу. 30 секунд. Да. До конца периода меньше 2 минут. Борьба за первое место весовой Ну, категории. тут не надо застаиваться Льву Павлову, считаю. Надо искать. Вот такая уже у Льва не юношеская борьба, да, а уже зрелая, Да. тактически грамотная. Но тем не менее не стоит застаиваться, да. Так, счет у нас 1-1. Впереди Лев Павлов. Ну, трибуны заскандировали, да, Лева, и потом уже Павлов даже кричат, да. Ну, очень сильно переживают за своего земляка, поддерживают за Льва. Ну, 1-1 очень скользкий Да, счет. слишком в данном поединке. Да. Ну что же, остается всего 1 минута до конца периода. Да, ровно минута остается до завершения поединка. Нет, не ушел за ковер, не заступил Лев. Да, тут надо поймать Мунх Эрдене на встречном курсе, когда он проводит вот такие приемы, можно сказать. Ну, Лев, да, борется без суеты. Спокоен. Хладнокровен. Да, очень с таким наблюдением на него смотрят и старшие наши аксакалы борьбы. Александр Николаевич, Павел Павлович. И, скорее всего, Виктор Николаевич тоже, да, с Леонидом Николаевичем. Очень с интересом. Забегать надо, ну тут не надо убегать Льву. Да. И что? Ну, да, арбитр предупреждает. Предупреждает Льва. Лев стоит. 8 секунд до конца поединка. 2 секунды, 1 и... Да. Очень тяжелая волейбольная схватка прошла. Сам видим, что не очень доволен, да, Да. собой Лев Павлов. Ну тут очевидно, что монгольская сторона должна была кинуть челлендж. Теперь ожидаем официального вердикта судей. Не дадут, такого откровенного Да, хода убегания. от борьбы не было. Да, ну
как говорится, судьи есть судьи. Посмотрим, что они будут делать. Ну и есть такое выражение: победители не судят. Да, ну это во-первых. Во-вторых, в финале, если ты выходишь с хозяином ковра, надо быть на голову выше, я считаю. Вот такие равные схватки недопустимы со стороны гостей, да, получается? Да, Они но другое дело, да, Лев Павлов. Да. Да, вот видим на ваших экранах Мунхердене, очень крепкий, да, борец, наверное, еще проявит себя в данной весовой категории не раз. Будем следить тоже за данным борцом. У Монголии в маленькой весовой категории давно, да, таких хороших борцов не было. Со времен еще, наверное, Наранбатора Байра, да? Не, там призеры мира были. А, да. Ну, сейчас, да, смотрят повтор. Это последних секунд. Челлендж проигран. Да. И Ну, тут терять было нечего монгольской стороне. И поздравляем нашего Льва Павлова с победой. Видно, что Лев очень устал. да. Да, очень нагружен. И, ну, кстати, да, Лев Павлов в этом спортивном сезоне провел очень много соревнований. Во всех практически выходил в финалы. Да. И тяжелый год, но успешный год, я скажем. И, наверное, вот этот спортивный сезон для него календарный год закончен, да? И Возможно. вдвойне ответственно было, наверное, для Льва бороться, когда на него смотрит его кумир, да, кумир детства Виктор Николаевич Лебедев. Да. Ну, в интервью он, по-моему, постоянно подчеркивал, да, что трудно бороться у себя на родине, Да. потому что испытывает ответственность большую, Давление. да, давление. А когда перед, ну, на президиуме сидят столько его соотечественников, да, таких очень именитых, как говорится, соотечественников, тоже вообще вдвойне, втройне, наверное, трудно. Да. И первое золото Льва Павлова на Коркинском Да. турнире. Мы надеемся, что да, он по своим золотым наградам, да, Будет уже конкурировать. да, с Виктором Асадовым, с Евгением Джербаевым, у которых, да, в активе по 6 золотых наград нашего турнира. Да, награждение весовой категории 86 килограммов. А бронзовые медалисты — это Бояр Сайхан Бады в синей футболке, представитель Республики Тыва. Тоже очень хорошо отборолся на данных соревнованиях. Он победил иранца Имама Бабаи и стал бронзовым призером. И вместе с ним наш земляк Андриан Ленский, уроженец Среднеколымского района. Тоже 86 килограмм. Постоянно представляет честь нашей республики на многих и международных, и всероссийских соревнованиях. Перед вами, да, в черной футболке Андриан Ленский, в синей Бады Сайхан Бады. Бояр Сайхан Бады, простите. И на шею медали очень хорошие, очень хорошего качества. Я тоже эти медали видел с близкого расстояния. Серебряной наградой вручается Азрету Улимбашеву, представителю Красноярской школы борьбы, Академии борьбы имени Биндиашвили. Награду вручает достойнейший сын тоже народа Саха, уроженец Татинского района, герой Российской Федерации Радимир Максимов, который буквально недавно получил награду Героя России от рук нашего президента Владимира Владимировича Путина. И чемпион перед вами на экранах Дмитрий Зайнединов, который в 22 году в этом же спортивном зале стал чемпионом всероссийских соревнований памяти Александра Крылова и вытянул счастливый билет, жребий на сумму 1 миллион рублей. Тогда ему его вручили сразу наличными в конверте. И вот такой пьедестал сложился в весовой категории до 86 килограммов.
Бояр Сайхан Бады, Андриан Ленский, Азрет Улимбашев и Дмитрий Зайнединов. Тренеру, подготовившего чемпиона, также вручена сумма 50 тысяч рублей. Ну что ж, дорогие друзья, у нас осталась одна схватка до завершения 15-го международного турнира памяти выдающегося человека, великого тренера, заслуженного тренера СССР, РСФСР, ЯССР, заслуженного учителя Якутской АССР Дмитрия Петровича Коркина. Да, далее идет награждение. Сейчас будут награждать борцов весовой категории до 92 килограммов. Скорее всего, всех наградят. Потом уже крайняя схватка и награждение чемпиона, завершающей схватки. Да, и перед вами на экранах обладатели медалей весовой категории до 92 килограмм. Хотелось бы напомнить, что их было 8, да, и оставив позади 4 таких же подготовленных спортсменов, перед вами 4 самых ярко выступивших спортсмена. Это синие футболки, перед вами на 3-м месте Гаджи Магомед Нажмудинов, который представляет Московскую область. Ну, Нюргуна Сергина вы все знаете. Экс-капитан сборной Республики Саха-Якутия. Медали и сертификаты на сумму 75 тысяч рублей. Серебряную награду получает Константин Пшеничников, богатырь из Кемерово, да, кузбасский богатырь. Награждается денежным сертификатом суммой 100 тысяч рублей. Да, неплохой показатель для Константина Пшеничникова. И чемпионом в данной весовой категории становится Магомед Тахир Ханиев, Республика Дагестан. И награждается памятной медалью, памятным кубком и сертификатом на сумму 200 тысяч рублей. Улыбается скромно молодой дагестанский борец. The award is given to the winner of the champion. Вот Дмитрий Румович у него спрашивает: тренер есть? Он говорит: нет, поэтому вручил. Ну, он передаст в любом Да, случае, в любом да, мы уверены, своему тренеру. Как и Абазгаджи Магомедов, да? Да. Как и Ахмед Усманов. Да, и памятное фотографирование победителей, обладателей медалей весовой категории до 92 килограмм. Поднял кубок. Красивый. Да, очень хороший и красивый кубок. Да, супер тяжей будут награждать. Да, в супер тяжах у нас чемпионом стал Шамиль Мусаев. Серебряную награду на грудь наденет Остап Пасенок. И это 97 же, да? 97, извините, 97 килограммов. Максим Толмачев, Александр Гуштын, Егор Бельских и Магомед Курбанов. For the third place, bronze medals and certificates are awarded to Alexander. Отрадно, что да, команда Белоруссии тоже украсила наш турнир. Они приезжают постоянно.
за Республику Беларусь готовится выступить на чемпионате мира. Наши борцы, легионеры Араян Тютрин в категории 61 килограммов. Это не олимпийский вес. И Нургун Скрябин тоже попробует побороться за медали чемпионата мира в категории 70 килограммов. Впервые, да, по-моему? Да, турнир скоро состоится. И мы будем, конечно же, болеть за наших земляков, выступающих за Белоруссию. В конце месяца, да, если не ошибаюсь, в Албании, в Тиране состоится чемпионат мира по неолимпийским весовым категориям. Ну, как вы все знаете, это весовые 61, 70, 79 и 92. 92 килограмма. 4 весовых категории. Да, и перед вами чемпион России, Европы и мира, заслуженный мастер спорта России Магомед Курбанов. Здесь, наверное, уместно напомнить и то, что недавно завершился чемпионат мира среди мастеров, ветеранов, Да. где успешно выступили якутские наши мастера. Александр Румин завоевал золотую медаль в категории 100 килограммов. Также в активе якутских борцов 2 бронзовые медали у Семена Саркомова и по греко-римской борьбе у Алексея Николаева. Да, по идее, ну, очень такой плотный десант на самом деле выехал из Да. республики. Но, к сожалению, увы и ах, только 3 медали завоевали. Но, тем не менее, это тоже большой успех. Да, тесно становится на пьедестале, да, чем больше, крупнее парни, чем и теснее, все-таки там уже и шире плечи, да, и веса тяжелее. Ну вот, Магомед Курбанов и Александр Гуштын на любом международном турнире, в принципе, могут, да, в тройку вот так на пьедестале стоять и видеть вместе с ними нашего земляка Максима Толмачева. Это тоже большого стоит. Всегда приятно. Да, всегда приятно. The award ceremony is conducted by Director of Moving Trial Mikhail Lukachevsky. Так, и у нас впереди главная схватка нашего борцовского вечера категории 74 килограммов. Виктор Рассадин против Александра Балтуева. Да, награждают тяжей. И вот Остап Пасенок на видео снимает очень хорошо. Да, возомнил себя блогером. И, Ну, интересно, нигде, наверное, так не делали. да, я впервые увидел, Остап Пасенок стоит и все снимает. Возможно, в прямом эфире даже, да? Да. Очень интересный тоже. Вспышка Наш, вкручена, и да. там наш Никита Хабаров. И заметьте, кто награждает. Награждает Лукачевский Михаил, режиссер и сценарист фильма «Триумф», премьера которого состоялась в этот четверг. И тоже символически. Ну, тяжей было 7, да? Из них вот 3 обладателя медалей. Никита Хабаров, наша Мумская скала, все-таки в тройку вошел, да? Да. Это очень отрадно. Никита Хабаров, Остап Пасенок и Шамиль Мусаев перед вами на ваших экранах, дорогие друзья. Награждены суммами 200, 100 и 75 тысяч рублей. И тренеру победителя, скорее всего, тоже, ну, без тренера приехал, поэтому 50 тысяч вручит своему тренеру. Остап Пасенок продолжает снимать всю эту церемонию на своем телефоне. Да, ну, что снимают обычно люди? Красивое Да. какое-то событие, да? Будь то это закат, будь то это салют, да? Видимо, Остап Пасенок под хорошими впечатлениями остается после этих соревнований и все снимает, запечатляет на камеру. Возможно, даже у себя в субъекте, да, продвигать будет эту тематику. Может, Конечно. какие-то соревнования будут проводить тоже в организационном плане, может предложить
то, что можно. Пьедесталы. Якутия проводит Да, на таком уровне и с уровне. таким масштабом, да, соревнования. Ну, я был на Кузбассе, там тоже спорт очень на подъеме. О, тоже. награждение 50 семей, кажется, сразу. Я думал, Рассадин отбудется, Да. потом 57 наградят. Да, и символично, что награждает долгое время лидировавший в российской сборной наш заслуженный мастер спорта России, народный депутат, генеральный директор акционерного общества «Саханефтегазбыт», который также является генеральным спонсором данных соревнований, Да. Виктор Николаевич Лебедев. Аяндай Ондар. Да, два тувинца, да. Да. Бронзовую награду. Кежик Седен и Аяндай Ондар. Очень хорошая сборная форма, да, у них. Да. Да, ну и получить награды от рук Виктора Лебедева, это вдвойне приятное. Да, именно для Пожать руку, представителей, да? этой весовой категории. Символично. Сколько раз, да, Виктор Лебедев боролся успешно на этом ковре Дворца спорта «Триумф». Дух, наверное, вот «Триумфа» помнит, да? Ну, 100% помнит. Да. Как тут скандировали трибуны. Да. Виктор, Да, Виктор. Виктор. До сих пор вот эти Да, в ушах- аудиозаписи, У да? меня в ушах стоит, да. Да. В ушах, наверное, у всех, у многих. Ну и вот Да. получение награды из рук своего кумира. Да, очень символичные кадры. Виктор Лебедев вручает золотую медаль, так, скажем так. У них даже улыбка, как говорится, похожая, да? Да. У меня даже мурашки по телу пробежались от этого действа всего. И тренер, подготовивший Да, чемпиона, Николай Романович Данилов. уважаемый человек, как в борцовском сообществе, так и по всей республике, Николай Романович Данилов. Ну и Лебедев, да, в хорошей форме мы видим. Ну да, чуть прибавил, наверное, да? Чуть-чуть, прибавил, да, чуть-чуть. чуть-чуть совсем прибавил. Скучает, наверное, да, очень сильно по борьбе. По-любому в свободное да. время в зал ходит, Конечно. в училище Олимпийского резерва. Футбол, по-моему, часто играет. Находит время, да? Да, и вот очень такой. А так, ну, надо отдать должное монгольскому борцу. Очень такой крепкий, да, борец. Такой скромно улыбается. Хороший парень, Лев Павлов. Вчера, кстати, я видел вот статус у Нургуна Сергина где-то к часам к 10. Так тайком снял на камеру Нургун в комнате в гостинице, и Лев Павлов сидел и пел на гитаре. Любит он это. У него очень красивый голос, умеет играть на гитаре Лев Павлов. И такой. Своего рода успокоение, наверное, Да. перед сном. Развеять мысли. Не всегда же, да, борьбой с мыслями Да, о да. финале. Надо чуть-чуть Отвлекаться, да. заниматься другими делами. И розыгрыш призов, который проведет Начинается розыгрыш, да, или как? Александр Нестеров. Так что после финала награждение и розыгрыш Да, призов. мы напоминаем, Ну а что сейчас по весовая входным категория билетам до 74 разыгрывались килограммов. различные Нокаут. будут разыгрываться Приглашается интересные Арен призы в от красном. спонсоров А теперь нашего вновь турнира. встретим Виктор Рассадин! Хотя нет, уже зовут на ковер финалистов главного поединка борцовского вечера. Мемориал Дмитрий Коркин 2024. Виктор Рассадин, красный угол. Участник Олимпийских игр в Париже. 5-е место на Олимпиаде. Да. Ну вот, полуфинальная схватка тоже очень тяжелая, да, была такая. Против
амбициозного молодого лидера сборной России по молодежи Тамира Ишенимаева. Да, и соперником Виктора сегодня станет представитель Иркутской области Александр Балтуев. Да, тоже очень такой молодой, перспективный, заряженный борец, представляющий Республику Бурятия. Ну вот он раньше, по-моему, очень долгое время Иркутскую область представлял. Да. Ныне он уже за сборной Бурятии. Да, очень такая яркая схватка предстоит у нас, потому что Александр Балтуев тоже является представителем современной школы большей борьбы, да? И очень активен, забрал центр ковра бурятский борец. Ну, понимает, что Очень я надеюсь, что борьба будет яркая, открытая. Ну, потому что, да, сам Рассадин тоже борец атакующий, как и Александр Балтуев. шею забирает Виктор. И надо было тут, ну, Итак, поединок уже забегать через перевод. до 74 килограммов. Ведут Ну, вот как вы все знаете, уважаемые любители спорта, в частности вольной борьбы, братья Балтуевы, Федя и Александр, тоже и в своем возрасте, и по молодежке очень хорошо выступали на различных соревнованиях, турнирах, чемпионатах. И вот сейчас они демонстрируют свой класс, свою силу на взрослом уровне. Парни вообще в целом с характером, да? Очень много видеозаписей, видеороликов распространялось, как они, ну, вообще характер свой показывают на ковре. Для Виктора это 8-й финал на куркинских турнирах. 6 раз он становился чемпионом турнира памяти Дмитрия Куркина. 1 раз становился серебряным призером. И сегодня у Виктора есть шанс. Ну и сейчас по количеству золотых наград они в данное время Сравнились сравнились с Жербаевым. Очень хочется, да, видеть схватку Виктора Рассадина против Евгения Жербаева. Да. Но да, в последнее время. А вроде ты, да, вчера проинформировал, что Да. Жербаев остается на турнире Крылова. И, возможно, там на 74, да, Да. могут встретиться. Ну, это предположение только, не утверждение, поэтому будем смотреть. Время очень быстротечно, когда не хочешь, чтобы время завершалось, да. Всего полминуты остается до конца первого периода. 1-0 впереди Виктор Рассадин. Оба! Хороший проход в ноги. И в углу, вот, заметьте, сидит его брат Федор Балтуев. Да, и 2 балла забирает. Трудовые 2 балла. А Федор Балтуев, интересно, он боролся или нет? Или он сейчас тренер? Тренер, по-моему, да? Федор не боролся. Наверное, прилетит как личный тренер. Да, ну они попеременно, да. Когда Федор выступает, то Александр становится для него тренером. Выводит его на схватку. И первый период 3-0. 3-0. Хороший проход и 2 балла. Да, Мы посмотрели. вот этот проход очень хорошо отточенный, по-моему, да? Он на Олимпийских играх, по-моему, в первой схватке с Греком Да. очень хорошо вот эти проходы делал. Боковые проходы. Да. Захватом пятки и так далее. Да, и перед вами брат Федор Балтуев и Валерий Иванов. А тут Артур Константинович Константинов, тоже наш прославленный якутский тренер. Да, и И представитель. Таджикистана. Ну, напомним, что Виктор Рассадин перешел
перенял гражданство Таджикистана. Опа! Назад, и тут опасный момент. 1 балл всего отдает Виктор Рассадин из этого положения опаснейшего. 3-1. 3-1. Ну, тут... Опа! Да, борьба становится уже интереснее. Виктор не стоит на месте, он атакует. Пытается проходить в ноги. И трибуны, как вы слышите, начинают скандировать «Виктор, Виктор». Виктор Лебедев, наверное, сидя, ностальгию какую-то, наверное, поймал, да? Да. На президиуме. Безусловно, я в этом уверен. Опа! И забегание назад делает Виктор Рассадин. И сразу забирает свои 2 балла. Времени остается ровно 2 минуты. Дальше проводит работу в партере Виктор Рассадин. Но Александр Балтуев успешно отзащищался от работы в партере. — 5-1. Нормальный такой счет. Да. Но, тем не менее, один 4-бальный бросок может изменить исход всего поединка. Не стоит расслабляться ни на секунду, ни на доли секунды. Все с волнением и с огромным вниманием наблюдают. Опа! И еще один проход, и 2 балла. Да, вот такая Записывает борьба, свой конечно актив. же, нравится и всем болельщикам. Виктор, видим, что вышел с хорошим настроем. По-хозяйски, скажем так, да? Да. И, ну, тут, я так понял, классы, уровень борцов немного разные, да? Да, ну, безусловно, потому что Виктор Рассадин уже на международный уровень вполне перешел и уже вроде, ну, в 5 Олимпийских игр не каждый-то может попасть. Александр Балтуев-то пока еще молодой спортсмен. Но Опа! Ну, мы слишком громко, по-моему, что-то сказали. Ногу, смотрите, как грамотно блокирует. Захват ни в коем случае нельзя отпускать но Виктору пока Рассадину. 2 баллов нету, все, есть все-таки счет 3-7. Но в пользу Рассадина. Ну, тут очень опасное Да, положение. еще 2 балла. 7-5. И опасно, да, тут скрестный захват может случиться, дорогие друзья. Кульминация всего вечера. Нет. Так, 7-3. Все-таки 14 Сейчас секунд. И челлендж кидают секунданты Александра Балтуева. А может, зря бросили кубик. Да, по-моему, аналогичный случай случился на чемпионате России, когда Курбан Шираев боролся с кем-то, по-моему, из наших, да, тоже. В одном положении дали несколько баллов. Ну, тоже как-то неправильно, я считаю. Неоднозначное судейство. Да, неоднозначное судейство какое-то было. С одного положения, если дали оценку, то, скорее всего, надо же, наверное, 1 раз оценить. Смотрим повтор. Ну, вот здесь Да, тут безусловно, 2 балла. 2 балла есть. Это одно действие уже завершенное. Да. А вот это повторное действие одного и того же приема получается. В одном положении. Ну, сейчас, тем не менее, услышим компетентную оценку судей. Да. Пока на табло 7-3. в И пользу по, Виктора по Рассадина. по правде сказать, и вот братья Балтуевы, когда сидят на месте этих ну, тренеров, да, наставников, очень эмоционально вообще. Выкрикивают, выбегают. Да. Ну, практически как и сборная Дагестана, да, можно сказать. За свой каждый балл грызутся до конца.
Второе действие. Нет нейтрального положения. Только одна оценка. 2 балла борцу в синем трико. Челлендж проигран. Балл Да, борцу в красном. челлендж проигран. И Да, счет 8-3 счет. 8-3. 5 очков отрыва. И Виктор Рассадин в шаге от 7-го золота Коркинского турнира. Дорогие друзья, последние секунды. Ну, тут не надо убегать. 2 балла все-таки забирает Ну тут надо. Балтуев. 8-5. Хочет на накат, но Виктор защищается Да. надежно. И, Время. дорогие друзья, 8-5. Хороший финал. Мы посмотрели. Тем не менее, Александр показал очень такую зрелую, да, борьбу. Да. Смелую борьбу. Да. Против титулованного соперника. Да, и, ну, можно сказать, все наши ожидания, да, сбылись. Слава богу, да, оправдались. И мы с удовольствием поздравляем нашего Виктора Рассадина. Спокойно отнесся к этой победе Виктор, без ярких эмоций. Да, видно, что много сил отдано, что-то говорит Федору и обсуждает, да, интересный момент, обсуждает вот да, этот момент последний. Ну, по-моему, он, Федор выразил какое-то недовольство, да, в адрес Виктора Рассадина. Витя объяснил. Да. Виктор Рассадин, 7-кратный чемпион, рекордсмен коркинских турниров. Всего соревнований проводились в международных 15 раз. Да. И почти в половине из них, да, на высший пьедестал поднимался наш Виктор Рассадин. И важно отметить, что гонка Джербаева и Рассадина продолжается на коркинских турнирах. Дмитрий Шадрин, 7-кратный чемпион республики, поздравляет своего Земляка. и подопечного, можно сказать. Дмитрий Шадрин помогал в подготовке к и завоеванию, да, олимпийской лицензии Виктору. Смотрим яркие моменты этой хорошей схватки, яркой. Да, действительно яркая схватка прошла, очень богатая приемами, спорными, да, моментами, можно сказать, в моментах. Но, тем не менее, результат есть, и мы его увидели. Да, и мы, конечно же, говорим спасибо Виктору Рассадину за то, что он вышел на ковер, да, турнира, потому что были разговоры о том, что Рассадин не борется. Ну, висел, да? Да, висел вопрос участия Виктора Рассадина. Виктор все-таки решил поучаствовать, несмотря на, возможно, не очень хорошую готовность. Да, и награждение. Только 74, да, килограмма же осталось. Да, награждение, последнее награждение. И в активе сборной Республики Саха-Якутия, ну и якутских борцов, 3 золотые медали. Очень хороший, достойный результат тренерского штаба. Александр Авелов приятно удивил всех. Да. Ярко. 3 золотые и 4 бронзы, да, по-моему? Да, 4 бронзовые медали и 1 бронзовая и серебряная медаль у Константина Капрунова, капитана нашей команды. Уверен, что, да, Константин Капрунов будет еще набирать форму и не раз порадует нас хорошими, высокими результатами. Мы видим, что зрители не расходятся, трибуны еще полуполные, хотят увидеть, да, на пьедестале своего героя Виктора Рассадина. Ну и, конечно же, еще будет у нас и лотерея. Да, ценных призов. Да. Там, по-моему, вплоть до айфона последней модели разыгрывают. Да, есть еще приз от автошколы «Фаворит». Сертификат, да? Да, на бесплатное обучение. По-моему, от Саханефтегаз быта бочка бензина, да, или как, Да, я понял. По-моему, сколько-то литров, несколько сотен литров бесплатно. Тоже да? Хороший подарок для автолюбителей, да? Также есть приз от Теплого края, постоянного спонсора турнира Нургустана Иванова. Да, и перед вами наши уважаемые зрители, которые... Самые преданные болельщики. Да, самые преданные болельщики, которые
не щадя своего времени, своих сил, да, своего выходного дня, в который можно было отдохнуть, полежать, поспать, Да. провести время дома. И, конечно же, мы сегодня, пользуясь случаем, да, сегодня в республике отмечают День отца, в России День матери. Поздравляем, да, всех матерей и отцов с этими с этой датой. Да, пользуясь случаем, всех хотим поздравить. Да. Желаем вам всего самого наилучшего, всех земных благ и семейного благополучия каждому отцу и каждой матери Да. Республики Саха-Якутия. Награждает чемпионов и призеров категории 74 килограммов наш министр спорта Леонид Спиридонов. Да, в прошлом наш прославленный борец, чемпион Азии, призер Азиатских игр, двукратный участник Олимпийских игр, многоуважаемый, да, призер мира Леонид Николаевич Спиридонов. Спиридонов тоже становился 2 раза победителем куртинских турниров. Да, перед вами. Да, вчера, кстати, был очень интересный момент, да, когда все разошлись по домам. Виктор Рассадин остался Да. здесь, в зале. Тут были только, да, убирались в зале, да. И Виктор поиграл со своим сыном на ковре прямо. Не на центральном? Не на центральном, а на ковре Ц, по-моему. Да, было очень такой милый момент. Да, который Александр как раз таки запечатлел, да, можете в социальных сетях посмотреть. Очень такой тоже хороший семейный момент, теплый момент в преддверии как раз таки Дня Отца, да. Да. И вот, уважаемые телезрители, перед вами бронзовые призеры весовой категории до 74 килограммов. Молодой, дерзкий, амбициозный борец Тамир Ишенимаев, лидер молодежи сборной до 74. И молодой иранец Али Карампур. Да. Александр Малтуев, Republic of Buryatia. Али Карампур тоже, оба парня 2004 года рождения. 20-летние парни Да. ждут Александра Балтуева. Ну, часто так бывает, когда вот проигравшие в финалах борцы неохотно, да, идут на пьедестал. Да. Но тем не менее, прибежал. Ну там каких-либо спорных моментов вроде не было. Все честно и чисто. И наш Виктор Рассадин, чемпион, семикратный чемпион Коркинского Да, турнира. поднимает кубок победителя, смотрит на него. Ну и такая кульминация, да. Хочется узнать, кто же стал обладателем серебряной борцовки Да. лучшего борца. Его сейчас будут, да, озвучивать? Да, сейчас будут озвучивать. Ну и тренер нашего Виктора Рассадина, заслуженный тренер республики Артур Константинович Константинов, мастер спорта международного класса. В свое время тоже очень своеобразный борец. Его проходы как раз таки сейчас, в данное время, из действующих борцов использует в борьбе наш австралийский легионер Георгий Окороков. Когда-нибудь заметьте борьбу за борьбой Георгия Окорокова. И вот он практически аналогичные приемы свои передал для использования, можно сказать, Георгию Окорокову. Да, фотографии на память. История всегда. Да, очень молодой такой состав. Виктор Рассадин вновь на вершине пьедестала нашего любимого и главного, наверное, соревнования в вольной борьбе в Якутии. Перед тем, как я приглашу на эту сцену Александра Нестерова, который разыграет для вас призы и подарки, есть еще один важный момент. Мы хотим вручить, Да, итак, необходимо сейчас вручить мы узнаем имя серебряную борцовку обладателя серебряной борцовки. Да, кульминационный момент, можно сказать, завершающий элемент этих международных соревнований, тоже получит серебряную борцовку. При этом его выбирают не организационный комитет, не судьи, телезрители, да? а болельщики. болельщики. Да. Ну, каким путем я особо не там
Ну, возможно, по методу игр Дегына, да, может, там вот эти волонтеры же ходят и раздают листовки. Да, и Радимир Максимов, герой России, будет вручать. Да, что и требовалось доказать. Пожелания моего коллеги Да. Александра Посельского сбылись, можно сказать. Абаз Гаджи Магомедов, Ну да. лучший борец турнира, обладатель серебряной борцовки. Что и требовалось ожидать, да, можно сказать. Потому что Абазгаджи Магомедов в 5 схватках, включая финальный поединок, отдал соперникам только 2 балла. И то вот в финальном поединке Чаян против Чаяна Монгуша из Республики Тыва. И до этого всех своих соперников победил чисто технически со счетом 10-0. Но и Чаяна Монгуша он в отрыве 10 баллов 12-2 завершил схватку. Общий счет 52-2. Очень такой солидный счет. И у нас ведущий поменялся на нашего местного топового ведущего Александра Нестерова. И сейчас как раз таки будут разыгрываться ценные призы, которые по лотерее будут присуждаться. В памяти нашего прославленного человека, великого тренера, заслуженного тренера ЯССР, РСФСР, СССР, заслуженного учителя Якутской АССР Дмитрия Петровича Коркина, нашей, можно сказать, легенды, да, вольной борьбы, и в память которого вот 15-й раз проводятся такие большие международные соревнования. И подытожим, да, результаты воспитанников Якутской школы борьбы. У нас 3 золота и 4 бронзовых награды, включая 1 серебро, обидное Константина Капранова. Но, тем не менее, результат неплохой. Ребята очень хорошо отборолись. И пришло время с вами попрощаться. До скорых встреч, уважаемые телезрители. Будьте с нами на одной волне. Смотрите телеканал национальной вещательной компании «Саха». В ближайшие дни тоже следите за программой. И до скорых встреч, уважаемые телезрители.